Следующий грех, это 32-й грех, это маккас, аль-маккас. Это тот, который ставит пошлины или устанавливает налоги, на которые нету доказательств, и под которые не несут пользу для людей. Для людей. Таможенные пошлины, НДС, подобные этому. Если человек занимается тем, что устанавливает эти налоги без права на это, или занимается сбором, коллектором этих налогов, пений, например, еще что-то, то это одно из очень больших грехов. Во-первых, он подпадает под аят, этот аят Шура, сура 42 аят, «Иннама сабилю аля аллазина язлимуна ннаса ва ябгуна фил арды бигайрил хак, уляйка лахум азабун алим». Аллах Та'аля говорит, что мучительное наказание будет тем, кто язлимуна нас делает зулем по отношению к людям. Делает зулем, то есть без права что-то отбирает права людей, ва ябгуна фил арды бигайрил хак, и без права распространяет нечестие на земле. Выходят границы, переходят границы. Им, говорит, мучительное наказание будет. То есть они подходят под этот аят, когда то, что берут что-то, что не принадлежит им. То есть мы видим, что в современном обществе очень много появляется всяких пошлин, всяких налогов, большинство из которых не идут никак на пользу людям и для которых нет основания никакого. И вот этот человек, который берет это, собирает это, устанавливает, маккас называется, а сам грех называется макс. И для того, чтобы понять величие, то, что этот грех очень большой, в хадисе, в котором женщина совершила зина и пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сообщив, что она совершила зина, и после того, как ее побили камнями, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лакад табат таубатан лау табаха сахибу максин ля гуфира ляху». Она совершила такое покаяние, если бы сборщик налога, такое покаяние, что если бы покаялся таким бы покаянием сборщик налогов, то ему было бы прощено. И принято было бы от него. То есть это указывает на величие, что этот грех очень большой. Если бы, говорит, сборщик налогов тоже покаялся таким бы грехом, то ему было бы прощено, указывая на искренность этой женщины. То есть она совершила зина. Большой грех, очень большой грех. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что ее покаяния даже бы хватило. То есть вот это грех даже, возможно, больше, чем что? Чем зина, да. И говорит, вот этот человек, раньше это было у арабов распространено, когда кто-то хотел на рынке торговать, приходили люди и говорили: если ты хочешь здесь торговать, то ты должен платить, да, не за место, не за это, и это не принадлежит ему, это место. То есть, ладно, если он в аренду сдает, да, землю, это другой вопрос, это разрешено. А он просто приходил и говорит: ты обязан сдавать вот эти деньги. И собирал с людей вот такие пошлины. Или говорил: если вы хотите отсюда пройтись каравану, вы должны заплатить за каждую голову, за каждое имущество, которое вы имеете. И получите мнимую защиту. Защиты как таковой не было, один человек ничего не может защитить. Целый караван. Больше похоже на это, как называется же сейчас, машина очного страховка. Вот. Если это вынуждено, то как это может? И говорит, вот этот маккас, в нем есть подобие разбойника. Мы знаем, что у разбойника
или его вешают, или же его казнят мечом, или же его крест-накрест руки-ноги отрубают. То есть и оставляют это лежать, мучаясь так, как было это при пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Те, которые разбой совершают, убивают людей, забирают их имущество на дорогах. И говорит, вот этот Маккес, говорит, у него подобие что-то есть, этому есть, разбойнику. И он, говорит, хуже, чем вор. Потому что его, говорит, грех, он все часто обновляется. Он часто придумывает какие-то налоги. Очень много обманывает людей и забирает то, что принадлежит им без права. Наоборот же, правитель должен, или люди, которые имеют власть, должны быть мягкими по отношению к своей пастве. И сюда входит, говорит, как собирающий вот этот налог, так и тот, кто записывает его, и тот, который берет, например, военный, говорит. Все они, говорит, являются теми, кто кушает вот этот запретный, вот это запретное. Вот эти 3 греха, иншаллах, на сегодня взяли. В следующем уроке будет рия. Грех рия. 33-й грех рия, нифак, лицемерие. Субханак Аллахума бихамдик.